Первый юбилей, первое признание и первое расставание. Казанская группа «Мураками» готовится отметить в декабре десятилетие творческого пути сольным концертом. Вокалистка коллектива Диляра Вагапова в минувшую пятницу покинула шоу «Голос» и теперь полностью посвящает себя праздничным хлопотам. О том, почему выбыла из проекта, когда коллектив покидает один из участников и чего ждать в декабре поклонникам, сегодня «Мураками» рассказали журналистам. Откровение выслушала и наша съемочная группа. Уже 4 декабря площадка «Пирамиды» примет сольный концерт группы «Мураками». Программа «Нам скоро 100» подводит итог 10-летней деятельности. 100, потому что в творчестве год идет не за 2 и даже не за 5. В прежнем составе группа «Мураками» выступит в последний раз. Покидает группу одна из вокалисток. Таким заявлением «Мураками» сегодня буквально шокировали журналистов. Карина Кильдеева призналась, вопрос это уже давно решенный, просто официально не озвучивался. Готова, наверное, первый раз вслух для себя и для вас заявить о том, что я покидаю коллектив группы «Мураками». Причин для этого много. Слава богу, у меня 3 детей. И гастрольная жизнь – это очень тяжелый момент для любого артиста. И особенно для детей, которые просто не могут, наверное, без меня. И я, естественно, без них тоже. Многодетная и счастливая мама творить не прекращает. В любом случае обещает оставаться на волне, но главное ближе к детям. Не отрицает, возможно, в группу вернется. Такие уж они необычные, поющие сестры. Даже в нашумевший проект «Голос» пробовались вместе. В основной состав слепых прослушиваний прошла Диляра. Потом к ней повернулся Дима Билан и понеслось. Несмотря на занятость в «Голосе», Диляра продолжала работать с группой. За ее участие в проекте переживали не только семья и коллеги. Слова поддержки приходили со всех уголков страны, отовсюду, где живут поклонники «Мураками». Больше всего певица переживала за выбор песни от наставника. И находясь в Казани, я помню, как я ходила тут, все переживала. Я думала, как же мне донести, что я... Помнишь, можно тебе выйти Хьюстон, да? Да, дадут мне Агилеру, и что я буду с ней делать, боже. Когда он меня спросил, ты на английском поешь? Я говорю, нет. Потому что хотя я пою на английском, но я просто настолько боялась, что он мне может дать что-то такое, с чем я не справлюсь. В итоге выбор пал почти на классику. Как тревожен этот путь, Диляра спела вместе со своей одногруппницей по ГИТИСу Евгенией Благовой. Об их многолетней дружбе не все догадывались, сами девушки признались. О соперничестве речи не шло. Выбыв из шоу, конечно, расстроилась и сама Диляра, и те, кто сопереживал. Менеджер группы обсудил с наставником ее участие в шоу. Билан высказался только положительно. Она ему очень нравится, как работает, как артистка. Он высказал кучу комплиментов, но что делать дальше? Он говорит, нам же надо развиваться, а здесь уже все есть, здесь уже ничего не слепишь. Несмотря на признание, лепить они собираются и дальше. Ближайшие 2 концерта в Москве и сольный в Казани группа споет старым составом. После обновления и новые горизонты. Стоять на месте «Мураками» не привыкли. Название группы обязывает. Мураками. Мураками – это серединная часть горы. В русском языке нет такого названия, нет такого слова. Это серединная часть горы, которая вечно стремится вверх. Так и мы, как группа Мураками, вечно находим свои вершины, доходим до определенных, а потом двигаемся дальше, потому что видим впереди новую гору. Так скалолазы добрались до «Голоса», покорили новую волну и взошли на вершины нашествия. Планы на будущее обозначили и уже скоро выдвигаются в новый путь. Ульяна Кольцова, Рамиль Бикбаев. Новости на Первом городском.